Привет всем! Решаем прошлогодние подготовительные ОРТ, то есть года 2014-2015. (2014-2015) годы, прошлые подготовительные ОРТ экзамены. Начинаем. Формат, как всегда, похож на ОРТ. Первые вопросы типа вопросов true, false или правильно, А, Б, В, если равно, и Г, если нельзя определить. Первый вопрос. Начинаем сразу. Логарифм снизу 6, сверху 5, и логарифм снизу 5, сверху 6. Это можно понять так. Логарифм 6, 5, это будет меньше 1, так как 6, 6 будет 1, а 1 будет меньше, чем логарифм 5, 6, так как степень пятерки при 1 будет равняться 5, что меньше этой логарифма. Ну, если вы хоть чуть-чуть понимаете насчет логарифмов, то больших проблем не должно быть. В другом случае, конечно, будет проблема. Учитесь, учитесь, учитесь. Поэтому правильный ответ будет Б. Б у нас больше. Переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос. А минус Б минус 4. То есть оно отрицательное, меньше нуля. Поэтому А будет меньше Б. Тогда правильный ответ будет у нас снова Б. Следующий вопрос. Х у нас отрицательное, то есть меньше минус 3. Это будет, например, можно сказать минус 4, минус 5. Но, смотрите, здесь минус 3, так как х отрицательное, будет отрицательным, то есть минус. А это будет всегда положительное, то есть плюс. Поэтому х в квадрате всегда больше, чем х в третьей степени. Поэтому правильный ответ будет А. Переходим на следующий вопрос. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Если, ну здесь цифры с черточками наверху, это будет означать 0,1 и сверху черточка, это будет 0,1, 1, 1 и так до бесконечности. То есть это одно и то же, что и 1 деленное на 9. То есть они равны по понятию таких видов чисел. Поэтому здесь будет равенство, то есть В. Переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос. Синус 45 или косинус 45. Так как 45 у нас именно единственный градус между 0 и 90, при котором синус и косинус равняются. И можно это понять так, если здесь будет 45, здесь это тоже будет 45, тогда этот треугольник будет равнобедренным. Здесь x, здесь в корне 2х. Поэтому синус и косинус 45 будет обе равняться 1 деленное на корень 2. Просто запомните, синус 45 и косинус 45 всегда равны, поэтому В правильный здесь ответ. Очень много раз выходит такой вид вопросов, где надо знать, что синус 45 равен косинус 45. Следующий вопрос. 4 в степени 6 деленное на 5 и 4 в степени 7 деленное на 6. Здесь давайте возьмем обеих сторон 30-ю степень
у обеих сторон, так как они положительные числа, можно брать в корень и в степень. 30 степень даст нам что-то вроде 6, 4 в степени 6, а здесь останется 6, так как 5 и 30 у нас там сокращаются. С этой стороны будет 4, потом в степени 7 и умноженное на 5. Поэтому, если посмотрите на степени, здесь будет 4 в степени 36, а здесь будет 4 в степени 35. Поэтому 36 у нас больше, так как 4 у нас просто обычное число, целое число. Никаких проблем здесь не должно быть. Поэтому правильный ответ будет А. Не забудьте, можете брать в степень, в корень, если числа положительные. Обе. Переходим на следующий вопрос. 7-й вопрос. Какой из них больше? Если n у нас меньше, чем m. Здесь, если посмотрите, яких интуиций какой-то из них больше здесь нет. Наоборот, кажется, что они могут быть и больше, и меньше друг друга. И на самом деле это так как 5 в степени 3 и 5 в степени 4. И здесь еще есть другой пример, например, 5 в степени 3 и 5 в степени 5. Здесь можно сказать 5 в степени 3 больше, а здесь 5 в степени 5 больше. Обе примеры говорят нам, что 3, например, меньше, чем 4. Здесь снова 3 меньше, чем 5. Но неравенство меняется в обоих случаях. Это можно сказать как контрпример, поэтому здесь можно сказать Г. Сказать какую-то информацию невозможно, данная информация недостаточна. Переходим на следующий вопрос, 8-й вопрос. Здесь у нас отрицательные числа. Давайте посмотрим на положительные из них. Чтобы сравнить, лучше всего написать так. Здесь 2. Это число, как положительное, пишу здесь. Тогда будет здесь 9, 5, 5, снова 5. Это говорит, что положительная часть, то есть 9, 5, 5, 6, 7, больше, чем 2, 9, 5, 5, 5, еще бла-бла здесь есть. После этого умножаем на минус, получается у нас знак меняется. И здесь минус 2 и бла-бла-бла. Это говорит, правильная часть у нас будет b. Вторая колонка. Потому что здесь есть отрицательные числа. Будьте внимательны, не спешите при таких вопросах. Переходим на следующий вопрос. 9-й вопрос. Синус 87 и косинус 3. Синус 87 равняется косинус 90 минус 87, то есть косинус 3. Поэтому они равны. Правильный ответ В. Очень легкий вопрос, если вы помните тригонометрию. Переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос. Здесь могут быть некоторые проблемы. Скажем, у нас есть некоторая единичная окружность 134. Это будет, если здесь будет где-то 45, скажем, 134 будет где-то здесь. После этого, это у нас котенджент, после этого косинус будет, косинус будет вот эта длина, а котенджент у нас будет
вот эта длина. Что говорит нам, что косинус у нас, то есть котангент у нас больше. Ну, в основном надо посмотреть на единичную окружность в таких вопросах. Один из самых эффективных методов. Поэтому можно на единичной окружности понять, что котангент 134 больше, чем косинус 134. Поэтому правильный ответ будет здесь А. Посмотрите на единичную окружность. Переходим на следующий вопрос. Нам надо найти, кто из них больше. Но все мы знаем, что они равны, так как из модуля входит абсолютная величина этих чисел. Если, скажем, a минус b у нас будет c, тогда absolute value c равняется absolute value минус c. То есть здесь, если a минус b, тогда можно сказать, здесь будет b минус a, они равны, поэтому правильный ответ будет v. Переходим на следующий вопрос, 12-й вопрос. Кто из них больше? Можно сказать так. 4а минус 4. Здесь 3а. С обеих сторон отнимаем 3а, остается а минус 4, а здесь 0. То есть, если поставим число а равен 4, тогда будет 0. 0, то есть будет равенство. А если поставим а равен 5, здесь если поставим а равен 4, получается равенство. А равен, скажем, поставим 5, здесь будет 1, здесь 0, здесь 0, здесь 1, 0. Значит, отношение между ними меняется, что говорит, что данная информация нам недостаточно. Правильный ответ будет Г. Я после этого здесь просто подставил числа, чтобы показать, что они меняют свое относительное значение. То есть равенство выходит, то неравенство, что говорит нам, что правильный ответ Г. Следующий ответ, следующий вопрос, 13-й вопрос. Кто из них больше? Скажем, если посмотрим на линии, здесь у нас 10, здесь 20, здесь 5, а здесь у нас 15. Здесь, скажем, у нас x, а здесь у нас y. То есть, если мы возьмем x как 11, тогда y может быть 13, поэтому y будет больше. Но если мы возьмем y 6, а x снова 11, получится разные неравенства. Поэтому правильный ответ будет Г, так как у нас здесь разные неравенства выходят. Данной информации недостаточно. Следующий вопрос. 14-й вопрос. 1 у нас ничего здесь не влияет на знак. Если вы знаете, что x в квадрате у нас равен минус x в квадрате, тогда вы сразу поймете, что эти величины равны всегда. Поэтому правильный вопрос у нас, правильный ответ будет В. Равенство. Переходим на следующий вопрос. 2048 и 2 в степени 11. Здесь надо вычислять, и вы найдете, что это будет 2040, именно 8, поэтому они равны. Правильный ответ В. Переходим на 16-й вопрос. 16-й вопрос. Просто вычисляем. Здесь 3 умноженное на 4, то есть 12. А здесь снова выходит 12. Поэтому правильный ответ будет В. Они равны.
Следующий вопрос. Это, можно сказать, неравенство треугольника, а по-другому можно подставить числа, скажем, самые легкие числа 0, 0, тогда у нас выходит здесь 0, а здесь снова 0. То есть вышло равенство. А если поставим 1 и минус 1, тогда здесь будет 1 плюс 1, то есть 2, а здесь будет 0, поэтому первая колонка больше. У нас выходят при разных подставлениях разные знаки, поэтому определить нельзя. Просто подставлением тоже можно понять и решить этот вопрос. 18. Здесь можно сказать и так. X у нас меньше, чем А, Y у нас меньше, чем B. Здесь просто сложим по сторонам, получается X плюс Y меньше, чем А плюс B. Поэтому здесь будет колонка B. Правильный ответ. Следующий вопрос чуть похожий, но на самом деле здесь есть некоторые проблемы. Смотрите, x плюс b может быть любое число. Например, можно сказать так. Дам вам яркий пример здесь. Сперва давайте посмотрим на самые легкие числа 1, 2, 3, 4. Здесь будет 1, 2, 3, 4. Тогда x плюс b будет у нас 5, 2 плюс 3, снова 5. То есть вышло равенство. Но если поставим вместо 4 давайте поставим 5. Тогда снова все подходит, но у нас выйдет 6 равен 6 больше, чем 5. Поэтому выходят разные знаки, поэтому правильный ответ будет Г. Данной информации недостаточно. Следующий вопрос. Здесь X, Y, A и B. Можно сказать так. Если скажем, что X и Y у нас разные знаки, здесь окажется, что можно поставить разные числа. Я бы поставил так. Скажем, минус 3, минус 2, минус 1. И здесь какое-то положительное число, скажем, 1. Они по порядку стоят. Тогда x и y будет минус 3 умноженное на минус 1, то есть 3. А и b будет минус 2. То есть первая колонка больше. А второе число, если все поставим по порядку. Сделаем так. 1, 2, 3, 4. Разные числа поставил. Умножаем. Получается снова 3. А умноженное b будет 8. То есть больше уже колонка b. Подставлением находим разные знаки. Поэтому здесь будет именно g. То есть нельзя определить. Если выходят разные знаки, можно сразу сказать нельзя определить. То есть g. Итак, колонки у нас закончились. Следующие вопросы просто тесты. И начали решаем. 21 вопрос. Просто открываем уравнение. У нас здесь выходит. То есть 3х плюс 3х минус 45 будет 9. 6х будет 54. После этого х будет 9. Правильный ответ будет А. Легкий вопрос. Переходим на следующий. Теперь у нас система уравнений. Один из. Можно и решить, а можно и подставить числа. Но давайте решим. Сделаем так, умножим на 5, а это на 2.
Получится у нас 15х минус 10, y равен минус 5. Все умножили на 5, а снизу будет 8х плюс 10y будет 28. Сложим. Получается у нас здесь 23х, 0 равняется 23. Х равен 1. Посмотрите, здесь может эти варианты сразу уходят. Подставляем х равен 1. Получается у нас 3 минус 2y равен минус 1. Отсюда находим 3 плюс 1 будет 2y, или y будет равен 2. Отсюда находим правильный ответ В. Простая система уравнений, никаких проблем не должно быть. Переходим на следующий вопрос. Снова уравнение. Можете просто подставить. Подставлением можно понять А не будет, Б не будет, Г не будет, осталось Б и Д. На самом деле они обе ответы, но у нас в Б побольше ответов, берем его, так как минус 3 у нас тоже ответ, но здесь он не написан, а нам надо, чтобы все ответы были написаны, поэтому правильный ответ будет просто Б, Д тоже уходит. А можно просто сказать так, х квадрат будет 81, берем в корень, остается у нас х, x абсолютная величина, то есть модуль, а здесь будет 9, здесь наоборот 3 у нас не подходит, а плюс-минус 9 и b у нас именно подходят. После этого выбираем плюс-минус 9, а если решаем, будет именно так, отсюда x будет плюс-минус 9. Поэтому правильный ответ будет именно А9 плюс-минус. Переходим на следующий вопрос. Здесь у нас умножение, с виду легкий. Давайте попробуем. Первая скобка можно написать как 3 деленное на 2. Вторую скобку как 4 деленное на 3. Третью как 5 деленное на 4. И вот так продолжается. И последнюю можно написать как 36 деленное на 35. Теперь умножаем, сокращаем нужные числа. 3, 3, 4, 4, 5 и 5 и 35 и 35. Остается у нас 36 деленное на 2, то есть 18. Правильный ответ Б. 18. Легкий вопрос, такие вопросы очень много раз решали, поэтому не должно быть больших проблем. Следующий вопрос будет 25. Восьмизначное число, которое начинается с К, заканчивается с М, делится на 10. Найдите остаток, когда это же число делится на 2. Так как это число делится на 10, последняя цифра будет именно 0. Ну, это все мы знаем. Теперь разделим на 2, так как заканчивается на 0, остаток будет именно 0. Правильный ответ будет D. Легкий вопрос. Следующий вопрос, 26. Сравните числа. X, Y, Z. X, Y, Z у нас отрицательные числа. Самый легкий метод – просто подставьте числа, потому что всегда неравенство должно быть правильным. Поэтому для любой тройки, удовлетворяющей нашему условию, неравенство будет правильной. Я сделаю так как они отрицательные числа, поставлю минус 7, минус 8 и минус 9. Тогда все будет правильно. А если после этого сравним их, получится у нас z меньше, чем y, меньше, чем x. Так как у нас z у нас минус 9, меньше, чем минус 8, а минус 8 меньше, чем минус 7. Итого z
будет у нас самым маленьким числом, потом y, а потом x. Правильный ответ будет G. Такие вопросы тоже решали. Переходим на следующий вопрос. Здесь сумма. Первая сумма у нас QP. Это будет числа, начиная с 1 до 50. Потом Q у нас начиная с 51 до 100. А их в сумме будет просто начиная с 1, 2 и заканчивая числом 100. Это будет просто популярная формула 100 умноженное на 101 делим на 2. Это будет 5050. Правильный ответ В. Переходим на следующий вопрос. 28. Pn4 равен 20 Pn2. Нам надо найти n. Сделаем так. Это у нас будет перестановки, permutations. Pn4. 4 можно сказать так. n факториал делим на n-4 факториал. Потом это будет 20 умноженное на n факториал делим на n-2 факториал. Сокращаем n факториалы. Делаем кросс-продакт. Получается у нас здесь n-2 факториал умноженное на n-3 умноженное на n-4. Точнее n-4 факториал умноженное на n-3 и n-2 равен 20 умноженное на n-4 факториал. После этого n-4 факториал и n-4 факториал сокращаются. Получается у нас n-2 умноженное на n-3 равен 20. То есть, если вы увидите 4 и 5 будет равен 20, получается у нас n-3, которая будет меньше, именно равняться 4, а это будет 5. То есть, отсюда выходит n будет 7. n будет 7, правильный ответ А. Некоторые можете здесь ошибиться. P у нас permutation, перестановки, а если C, тогда будет combination, комбинации. Не путайте их. Переходим на следующий вопрос. Если m в квадрате равен корне n, найдите m. Ну, как правило, это можно сказать так. m в квадрате будет у нас корне n. Тогда надо брать корень обеих сторон. Получится у нас m. Если возьмем корень здесь, 2 и корень сокращаются, остается m. А здесь будет именно n в степени 1 деленное на 2. И здесь снова 1 деленное на 2. Здесь степень умножается. n в степени 1 деленное на 4. То есть 1 деленное на 2 умножили на 1 деленное на 2. После этого обратно переводим на корень. Остается здесь 4, здесь n. И именно ответ В. Если есть некоторые проблемы с таким видом вопросов, повторяйте. Часто люди ошибаются именно при таких вопросах. Переходим на следующий вопрос. У нас 30-й вопрос. Что будем делать? 35 в степени 15 делим на 7 в степени 15. Степени у нас одинаковые, можно за скобку их вывести. А здесь 35 деленное на 7 и общая скобка и степень 15. Тогда у нас будет именно здесь сокращение, после сокращения остается 5 и здесь степень
15. Здесь остается именно 5. Поэтому 5 в степени 15. Правильный ответ Б. Переходим на следующий вопрос, 31. Нам надо найти x и y. Это в некотором виде у нас, можно сказать, логический вопрос. Давайте сделаем так. Первое у нас равняется первому, а второе у нас равняется второму. Тогда выходит, здесь 80 равен 2, здесь в корне 3. А 80 можно еще написать как корне 4 умноженное на 20 или 2 и в корне 20. Отсюда находим x у нас равен 20. Потом корне 54 будет равняться 3 и в корне y. А 54 можно написать еще как 9 умноженное на 6. Отсюда выходит 3 за скобку, остается 6, и y у нас равняется 6. Их сумма нам дает именно x плюс y, то есть 26. Можно сказать и легкий, но не стандартный. Такие короткие пути, изучайте их, они вам помогут. Переходим на следующий вопрос, 32. И решаем 1 деленное на 5. Здесь основа деления. Можно сказать, как деление 1 деленное на 10. Или 10 выходит вверх, 5 умножим на 10 деленное на 1. Отсюда выходит 2. Правильный ответ будет именно 2. Здесь после сокращений остается 2. Легкий вопрос. Переходим на следующий. 33 вопрос. 33 вопрос. Здесь нам надо, чтобы именно здесь была двойка, чтобы поможет нам вывести за скобку хоть какую-то часть этого выражения. А для этого нам надо общую эту часть умножить на 2, а снизу разделить на 2. То есть 2 умноженное 2 плюс в корне 3 делим на 2. 2 у нас выходит внутрь, умножаем его, получается 4 плюс 2 в корне 3, а снизу 2. Здесь 4 можно написать как 1 плюс 3. Откуда находим? У нас, что в корне 1 плюс в корне 3 в квадрате именно дают нам верхнюю часть этого выражения, а снизу будет просто двойка. Отсюда можно понять следующее. Если отдельно напишите корень, верхняя часть выходит как 1 плюс в корне 3, а нижняя часть будет просто в корне 2. После этого умножаем на в корне 2 обе части. Получается у нас здесь просто в корне 2 и снизу снова в корне 2 умножаем их. Получается сверху в корне 2 плюс в корне 6, а снизу 2. То есть правильный ответ будет В. Чуть сложноватый, можно сказать, и логический вопрос. Такие вопросы тоже выходят. Будьте внимательны. Следующий вопрос, 34. Можно сказать так. 7 минус 3 минус 2,5. Я 2 и 2 деленное на 5 написал по отдельности, чтобы не путать. После этого у нас остается просто 4 минус 2 деленное на 5. Или можно сказать так. 20 минус 2 деленное на 5. Это будет 18 деленное на 5. Правильный ответ будет D. 18 деленное на 5. Следующий вопрос. 35 вопрос.
Найдите x, если x будет у нас x square. X в квадрате минус 3x минус 4. X в квадрате минус 3x минус 4. X, а здесь будет минус 4 и 1. То есть это будет x минус 4 и x плюс 1. Равен нулю. Находим корни у нас отсюда 4, отсюда минус 1. Проверяем. Минус 1 у нас нет, а 4 вот у нас есть. И это будет правильный ответ. В. Простое квадратичное уравнение, quadratic equation. Переходим на следующий вопрос, 36. Нам надо найти, у нас есть некоторая функция, а нам надо найти именно f минус 1. Чтобы внутри получилось минус 1, нам надо поставить вместо x, приравниваем к минус 1 внутреннюю часть и находим x будет именно 1. Поставляем вместо x 1, тогда внутри у нас получается минус 1, а здесь будет 2 умноженное на 1 плюс 1 деленное на 3. Это будет просто 1. Правильный ответ будет А1. Следующий вопрос у нас 37. Решите неравенство. В неравенствах обе стороны на положительное число умножать можно. Поэтому умножаем обе числа на 2. Получается у нас 3х минус 2 меньше, чем 4х плюс 4. То есть обе стороны умножили на 2. После этого отнимаем с обеих сторон минус 3х. Остается здесь минус 2, здесь х, здесь плюс 4. Потом отправляем четверку по ту сторону. Получается у нас минус 2, минус 4 меньше, чем х. Или минус 6 меньше, чем х. Х у нас больше, чем минус 6. Здесь будет х. Следующий вопрос. Этот вопрос тоже решили. 38. 38 вопрос. Улан старше брата. Здесь будет брат. Он старше брата. Прибавляем здесь 6. Через 4 года Улан будет старше брата 2 раза. То есть плюс 4 будет 2 умноженное на b плюс 4. После 4 года будет именно такое равенство. Подставляем. Получается у нас вместо u подставили b плюс 6. Получилось у нас b плюс 6 плюс 4. С другой стороны у нас 2b плюс 8. После этого b и b сокращаем. Здесь у нас 10. Здесь b плюс 8. То есть b будет у нас именно 2. Если поставим 2, тогда Улан будет именно 8 лет. Легкий вопрос из темы текстовые задачи. Word problems. Следующий вопрос. У нас логарифмы. Здесь первое выражение можно написать как 7 в степени минус 1. А логарифм можно снова написать здесь логарифм 7 и 5 в степени минус 1. Плюс 4 логарифма у нас здесь 4 в квадрате и 6 в квадрате. Теперь минус 1 у нас выходит именно приходит сюда. После этого минус 1 и этот минус умножается. То есть остается у нас просто 7 и логарифм 7, 5. Плюс здесь эти квадраты упрощают друг друга, то есть эти степени они равны и выходят за логарифму и сокращаются, то есть остается просто 4 и логарифм здесь будет
4, 6. После этого, используя формулу, можно сказать, первая величина у нас равняется 5, вторая величина у нас равняется 6. Эти формулы мы знаем, поэтому у нас получается именно 11. Правильный ответ будет B, 11. Переходим на следующий вопрос. И здесь нам дано, если известно, что логарифм снизу 5 и сверху 3 будет А, найдите логарифм. Нам надо найти логарифм 1, здесь деленное на 3, здесь 1 деленное на 15. Можно, скажем так, логарифм 3 в степени минус 1 и 15 в степени минус 1. Минус 1 и минус 1 сокращают друг друга. Получается у нас логарифм 3, а здесь 3 умноженное на 5, то есть 15. Потом снова разделяем их. 3 плюс логарифм 3, 5. Тогда у нас выходит 3 у нас будет просто 1, а 3, 5 будет у нас 1 деленное на А. И из вариантов, если знаменатель напишем как АА, получится у нас А плюс 1 деленное на А. Правильный ответ будет В. Ладно, переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос. Вычислите и снова логарифмы. Здесь, так как у них все base, как мы говорим, нижние числа одинаковые, то есть 10, просто напишем все в одном логарифме. Тогда получится у нас логарифм. И давайте откроем скобку. Здесь 3 деленное на 8. А потом, так как плюс умножаем просто 21 деленное на 9. Потом делим. Здесь при делении, так как это число меняет местами 7 и 16, получается сверху 16, а снизу 7. Вот теперь у нас все просто. При виде умножений 7 и 21 сокращается, остается 3. 3 и 9 сокращается. 8 и 16 сокращается, и сверху остается просто 2. Поэтому остается логарифм и 2. Так как у нас осталось только 2, правильный ответ будет именно В. Переходим на следующий вопрос. 42 вопрос. Сколько корней имеет синус х в промежутке 0 и 180, то есть π? Это будет именно вот этот промежуток 0 и 180. А синус здесь будет именно только равняться 1, только при π деленное на 2, то есть 90 градусов. Поэтому правильный ответ будет именно 1. Правильный ответ. Следующий вопрос, 43. Найдите сумму корней уравнения tangent x равен минус 1 в промежутке 0 и 2π, то есть 360 градусов. Смотрим. Так как tangent x будет равняться минус 1, для этого нам надо, вот это именно наша tangent, и здесь должна пройти линия с градусом 45, чтобы равняться именно минус 1. Поэтому наши градусы, если посчитаете, здесь будет именно 135 градусов. Следующий ответ у нас именно следующее равенство этого угла, или именно этот угол, что будет равняться 135 плюс 180. То есть в целом это у нас первый ответ, а это у нас второй ответ. В целом только два ответа, а нам надо найти их сумму. Их сумма будет именно
450. Можете проверить. И правильный ответ будет именно А. Переходим на следующий вопрос, 44. Эту фигуру можно назвать так как АБ равен АД, ДС равен БС, кайт или бумажный змей. Нам надо найти угол ABC. Так как здесь 20, здесь тоже будет 20, здесь будет 25, тогда ABC будет, можно сказать так, что 80 минус 20 минус 25, то есть минус 45, отсюда выходит 135. Правильный ответ будет 135, то есть Б. Здесь я сделал это потому, что, посмотрев на треугольник ABC, там у нас угол А и С, мы их знаем, 20 и 25, осталось только найти угол Б, что и нам надо найти. Переходим на следующий вопрос, 45-й вопрос. Если событие невозможно, то его вероятность равна, конечно, нулю. То есть, если вероятность равна нулю, то событие невозможно. И обратно, если событие невозможно, то его вероятность равна нулю. Переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос говорит следующее. 46-й вопрос. Скажем, у нас есть некоторые даны две точки А и Б. А и В. Нам надо понять, сколько разных квадратов мы можем построить, в каждом которых две вершины лежат в точках А и Б. Давайте построим их. Первое будет этот квадрат, второй будет этот. Еще, если будет вида вот этого. Итого в целом у нас получилось 3 квадрата. Других квадратов нельзя построить, поэтому правильный ответ будет А. Переходим на следующий вопрос, 47-й. Снова функции у нас. И нам надо найти f1. Для этого повторяем процесс. 2х плюс 1 надо приравнять именно 1. Потом находим x у нас равен нулю. Подставляем x. Получается у нас f1 равен 4. Правильный ответ будет v4. Здесь x подставили сюда. Переходим на следующий вопрос. 48-й вопрос. А равен минус 1. Выражение у нас есть. При А равен минус 1 нам надо найти смысл этого выражения. Просто подставляем. Получается у нас здесь минус 2, плюс 1, плюс 4 и плюс 1. И то это будет просто 4. Правильный ответ будет А. Легкий вопрос. Переходим на следующий. 49-й вопрос. Снова у нас выражение. И подставляем минус 2. Это выражение можно написать так. Absolute value, то есть модуль А, минус А деленное на 4, плюс 2 деленное на А. Тогда подставляем минус 2. Здесь, если поставим минус 2, будет 2. Потом минус. Здесь минус 2 деленное на 4. И плюс 2 деленное на минус 2. Тогда будет у нас 2. И плюс 1 деленное на 2. И минус 1. Остается у нас 1 плюс 1 деленное на 2. Или 3 деленное на 2. Правильный ответ будет D. Будьте внимательны в таких вопросах. Не ошибаемся. Сколько существует решений в натуральных числах уравнения x плюс y равен 37? Это просто вопрос для наблюдательности. То есть
у нас такие пары x, y должны быть и решением этого уравнения, и натуральными числами. Тогда, скажем, если у нас x будет 1, y будет 36. X будет 2, тогда y будет 35. И так доходит, то x равен 36 и y равен 1. Больше 36 x не может быть, тогда y не будет у нас натуральным числом. Поэтому в целом находим мы именно 36 решений. Каждый из этих будет решением. Переходим на следующий вопрос, 51 вопрос. На координатной плоскости x, y у нас есть точки, говорят. Давайте посмотрим на них. Первая точка А будет минус 2 и 3. Если здесь минус 2 и здесь 3, это будет А. Б у нас будет 3 на 3. Скажем, здесь 3. Здесь будет именно Б. А С будет 0 на 6. То есть, если здесь будет 6, тогда будет именно здесь наша третья точка С. Надо найти площадь треугольника ABC. Легко понять, что С и вот эта дистанция будет у нас высотой. А высота у нас будет тогда равняться именно 6 минус 3, то есть 3. А вот это основание, то есть base будет у нас равняться минус 2 и 3, то есть будет 5. Тогда площадь S будет 3 умноженное на 5, деленное на 2, то есть 15 деленное на 2. Правильный ответ будет D. Из простой формулы насчет площади нашли ответ. Переходим на следующий вопрос, 52 вопрос. Здесь у нас есть две точки. Скажем, первая у нас 7 и 3. Здесь 7, здесь 3. Это будет точка А. Вторая точка будет В. Это будет 3 и 5. Это будет В. Найти расстояние от начала координат до середины отрезка AB. Середина отрезка будет именно так. 7 плюс 3 деленное на 2. Это будет именно x координата. Будет 5. А y координата будет 3 плюс 5 деленное на 2. То есть будет 4. Y координата будет где-то здесь, а x будет где-то здесь, то есть будет 5. Посмотрим. Тогда эта дистанция будет равняться именно 4, а эта дистанция будет равняться 5. Из теоремы Пифагора находим, что дистанция у нас будет в корне 25 плюс 16, то есть их квадраты. Отсюда находим d у нас в корне 41. Но в вариантах у нас 41 нет, потому что этот вопрос у нас неправильный. Мы его несколько раз проверили. Вопрос и на самом деле неправильный. Правильный ответ должен быть в корне 41. Переходим на следующий вопрос, 53 вопрос. Найдите последнюю цифру при умножении. Можно здесь играть просто остатками. То есть сделаем так. Будем писать сперва разделим все на 10, так как нам нужна последняя цифра. И когда мы делим на 10, остается только последняя цифра. И после этого умножаем. То есть если 29 умножить на 10, остается 9. 53 делим на 10, остается 3. 107 делим на 10, остается 7. 124 делим на 10, остается 4. Снова умножаем их. Получается у нас 27 и 28. Снова делим на 2.
снова делим, то есть на 10, остается у нас 7 и 8. 56, снова делим на 10, остается 6. И вот это 6 и наше искомое число. То есть правильный ответ находится именно так, так как остатки при делении на одно и то же число можно писать именно так. А так мы делили всегда на 10, то никаких неправильных действий мы не делали, поэтому никаких проблем нет. Ладно, переходим на следующий вопрос. Здесь в основном эту тему можно сказать и как modular arithmetic. Или арифметика остатков. Переходим на следующий вопрос. 54 вопрос. Сколькими нулями оканчивается 27 факториал? Чтобы найти это, нам надо найти, сколько пятерок есть в разложении этого числа. То есть, если есть, скажем, 27, нам надо разделить его на 5 сперва и найти целую часть, то есть частная. Это будет 5, так как целая часть при делении на 5 будет просто 5. Потом наделим на следующую степень, то есть 27 делим на 25. Целая часть будет 1. После этого, если мы разделим на следующие степени пятерки, то есть на 125 и так далее, у нас всегда выйдет 0, поэтому уже не надо делить. После этого прибавляем 5 плюс 1, остается 6. Значит, внутри 27 факториал у нас есть именно 6 пятерок. Поэтому двоек у нас, конечно, будет достаточно. Поэтому нулей будет именно 6. Чуть трудноватый вопрос, можно сказать, из темы Олимпиады. Поэтому думаю и надеюсь, таких вопросов не выйдет. Это на самом деле вопрос из Олимпиады. Не знаю, кто поставил их сюда. Но кто сделал этот экзамен. Ладно, переходим на следующий вопрос. Графики. Функции и графики. Нам надо найти уравнение этого графика. Если посмотрите, будьте внимательны, я вам дам несколько. Если график будет что-то вида этого, значит там есть модуль. Поэтому А и Б сразу уходят, так как здесь там нет у нас никаких модулей. И внутри модулей, смотрите, если здесь есть число минус 1, значит внутренняя часть равняется нулю именно при минус 1. То есть здесь будет некоторое выражение, скажем, x плюс 1, так как при x равен минус 1, внутри должно быть 0. Так как это именно один из важных точек, именно вот эта точка. Поэтому внутри должно быть x плюс 1, поэтому v и d тоже уходят, остается только g. Ну, это все логические догадки. Думаю, вы тоже умеете так делать. Если не умеете, вам надо найти другие методы. Насчет других методов не знаю. Это я вам подсказал самые легкие из них. Ладно, переходим на следующий вопрос. 56-й вопрос. Какая из следующих фигур имеет одну ось симметрии? Что такое ось симметрии? То есть, если фигура, скажем, квадрат или круг, и эта линия, которая проходит через центр, будет ее осью симметрии, если любая точка из этой фигуры и переправим его по симметрии через эту прямую, и тогда эта точка попадает именно снова на эту фигуру, скажем, G, тогда
Это прямую можно сказать осью симметрии. Ось симметрии. То есть мы взяли любую точку, потом посмотрели на ее рефлексию относительно этой линии L, скажем, и она снова попала на свою же фигуру G, тогда эта прямая L будет осью симметрии. Давайте посмотрим каждую из фигур. Первая будет квадрат. В квадрата можно увидеть несколько осей симметрии. Первая это будет вот эта линия, вторая вот эта, третья именно диагонали. Поэтому я вам показал минимум здесь 1, 2, 3, 4 ось симметрии. Поэтому нам надо именно одна ось симметрии, поэтому квадрат не подходит. У окружности бесконечно много таких осей симметрии, поэтому окружность тоже не может быть. Любая линия, проходящая через центр, будет осей симметрии для окружности. Прямоугольник. У прямоугольника, можно сказать, есть как минимум 2 осей симметрии. Именно эти линии, поэтому прямоугольник тоже не может быть. Потом у нас здесь равнобедренная трапеция. Здесь вот равнобедренная трапеция. У него именно есть только одна ось симметрии. Поэтому G у нас может быть. А насчет равностороннего треугольника, давайте начертим здесь. Равностороннего треугольника можно найти 1, 2 и 3 осей симметрии, которые проходят через любую одну из его вершин и перпендикулярно третьей стороне. Поэтому правильный ответ будет именно G. Переходим на следующий вопрос. 57-й вопрос. Запишите уравнение прямой, параллельной оси ординат и проходящей через точку А-3 и 6. То есть у нас есть некоторая точка А-3 и 6. Это будет А. И нам надо прямая, которая проходит через эту точку и параллельно оси ординат. То есть, скажем, она параллельно ордината у нас будет именно x-axis, то есть прямая y. А это прямая, наша искомая прямая, она будет, конечно, x равен минус 3 для всех наших y. Поэтому будет просто x равен минус 3. Следующий вопрос. 58-й вопрос. Надо найти радиус окружности. Но само собой можно найти x квадрат плюс y квадрат равен 16, то есть 4 в квадрате, поэтому именно 4 будет радиусом. Это выходит из формулы окружности. Думаю, вы его знаете. Переходим на следующий вопрос. 59-й вопрос. Координаты центра окружности, и нам дана окружность. Тогда из формулы снова находим следующее. X минус x0 будет именно x плюс x3, то есть x0 будет у нас минус 3, аналогично y0 будет у нас 5. Поэтому правильный ответ будет минус 3 и 5. Есть формулы окружности. Переходим на следующий вопрос. 60-й вопрос. Составьте уравнение прямой, которые проходят через точки А, минус 3, минус 1 и 3. Здесь я минус 1, здесь я 3. Это будет точка А. А Б у нас будет 0 и минус 4. То есть это будет где-то здесь минус 4. Тогда нам надо найти сперва слоп, то есть наклон, уклонение. Это будет разность y, деленная на разность x. Слоп m. Разность y у нас 3 и 4.
Тогда будет 7. Разность x будет минус 1, поэтому слоп будет минус 7. Посмотрим на слопы. Слоп минус 3 не подходит, минус 5 не подходит, 1 не подходит, 1 не подходит, и b у нас подходит. Я просто удалил неподходящие варианты, остался только b, поэтому выбрал b, так как слоп должен быть именно минус 7. На этом сегодняшнее решение прошлогодних тестов закончился. До встречи на следующей неделе. Хорошего вечера.